Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня тема нашего вебинара – подготовка к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников по предмету физическая культура в 2020-2021 учебном году. Для организации и проведения каждого из этапов необходим следующий перечень документов. Первый – приказ об организации и проведении школьного или муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников с указанием даты, места и времени проведения, место хранения олимпиадных заданий. Приказ и приложение к приказу об утверждении методических рекомендаций и требований к проведению одного из этапов школьного или муниципального, регламента теоретических и практических испытаний, системы оценивания, разработанных муниципальными или региональными предметно-методическими комиссиями. Приказ и приложение к приказу о составе организационного комитета этапа Всероссийской олимпиады школьников, приказ и приложение к приказу о составе муниципальной предметно-методической комиссии и приказ и приложение к приказу о составе жюри. Данные документы являются необходимыми при организации каждого из этапов. Хочется отдельно подчеркнуть, что разработку программы каждого из этапов разрабатывает предметно-методическая комиссия. Муниципальная комиссия, согласно положению о Всероссийской олимпиаде школьников, разрабатывает для школьного этапа, для муниципального этапа программу испытаний разрабатывает региональная комиссия на основании утвержденных Центральной предметно-методической комиссией методических рекомендаций. В этом году Центральная предметно-методическая комиссия уже разработала и выслала во все регионы утвержденные на заседании рекомендации по проведению школьного муниципального этапа. Все методические материалы содержат рекомендации по проведению каждого из этапов, требования к структуре и содержанию олимпиадных заданий, перечень рекомендуемых источников информации для их подготовки и другую необходимую справочную информацию. При подготовке каждого из этапов олимпиады, школьного и муниципального, необходимо обеспечить следующие материально-технические условия. Комплекты материалов олимпиадных заданий должны состоять из тестов олимпиадных заданий, пустых бланков ответов на задания теоретического тура, так называемых матриц, ответов на задания теоретического тура, методики проверки решений заданий, включая при необходимости комплексы тестов в электронном виде, описание системы оценивания решений заданий, методические рекомендации по разбору олимпиадных заданий. Данный комплект материалов необходимо предоставить не менее чем за 7 дней до начала испытаний. Методические комиссии с учетом типа олимпиадных заданий, разработанных для школьного и муниципального этапов, формируют требования к форме представления результатов решений заданий участников, которые заблаговременно должны быть доведены до всех участников каждого из этапов олимпиады школьников. Отдельным пунктом, указанным в рекомендациях Центральной предметно-методической комиссии, является порядок проведения и рассмотрения апелляций по проведению каждого из этапов олимпиады. Необходимо очень внимательно изучить данный пункт. Он подробно представлен в методических рекомендациях ЦМПК, чтобы избежать различного рода затруднений. Теперь более подробно о организации и проведении школьного муниципального этапов в текущем учебном году. Сложившаяся ситуация с распространением коронавирусной инфекции вызвала необходимость разработки и утверждения особых правил санитарно-эпидемиологическими службами, которые были опубликованы 30 июня 2020 года на основании постановления главного санитарного врача Российской Федерации. В первую очередь это, конечно, касается проведения практических испытаний, поэтому данные правила необходимо использовать и, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе, для проведения и подготовки к безопасному проведению каждого из этапов. Это очень важный момент. В рекомендациях данный пункт представлен. Убедительная просьба, уважаемые коллеги, с этими правилами ознакомиться.
до начала проведения испытаний. Итак, школьный этап Олимпиады по предмету физическая культура. Это выполнение олимпиадных заданий, разработанных муниципальными предметно-методическими комиссиями. В соответствии с содержанием образовательных программ основного, общего и среднего общего образования, углубленного уровня изучения предметов физическая культура для 5-11 классов. В составы муниципальных предметно-методических комиссий могут входить педагогические работники, научно-педагогические работники, представители государственных корпораций, согласно правилам, указанным в положении о всероссийских олимпиадах школьников. В школьном этапе Олимпиады задания разрабатываются с учетом 3 возрастных групп. Первая группа – это 5-6 класс, вторая группа – 7-8 класс, третья группа – 9-11 класс. В этих же группах определяются победители и призеры в соответствии с теми квотами, которые определяются организатором школьного этапа Олимпиады. Следует учитывать следующие нюансы. При подготовке, формировании заданий школьного этапа необходимо обеспечить проверку соответствия готовности участников Олимпиады требованиям к уровню их знаний, понимание сущности изучаемых событий процессов, умение, прежде всего двигательным, по предмету, сочетание различных видов заданий, представление заданий через различные источники информации и опору на межпредметные связи заданий. Задания повышенной сложности для школьного этапа Олимпиады могут быть применены в количестве 1-2 для третьей группы, то есть это школьники 9-11 класс. Основная цель таких заданий – это ориентация участников Олимпиады на содержание заданий следующих этапов, то есть регионального и заключительного, для их более углубленной всесторонней подготовки. Каждый этап Олимпиады школьников по предмету физическая культура включает в себя теоретико-методические задания и практические испытания. Уважаемые коллеги, хочется обратить особое внимание на то, что согласно рекомендациям Центральной предметно-методической комиссии оба блока заданий, и теоретико-методическое, и практическое, представлены и на школьном уровне, и на муниципальном уровне. При подготовке и разработке теоретико-методических заданий необходимо придерживаться следующих форм блоков, представленных на слайде. Данные темы представлены в наших учебниках, учебных пособиях. Особо хочется подчеркнуть крайние задания, крайние темы. За 12 пункт, 13 и 14 пункт. Некоторые условия, способствующие решению задач физического воспитания, правила соревнований по видам спорта и антидопинговые правила. Блоки с 1 по 11 наиболее часто применяются. Они очень подробно расписаны в наших учебниках. А вот 12, 13 и 14 пункт, они тоже, безусловно, представлены. Но в связи с тем, что правила соревнований у нас меняются, антидопинговые правила у нас регулярно тоже обновляются, хочется особо подчеркнуть именно эту тематику при подготовке теоретико-методических заданий. В рекомендациях ЦМПК представлено несколько групп заданий теоретико-методического испытания. Это задания в закрытой форме, задания в открытой форме, задания на соотнесение понятий и определений, это задание на соответствие, задания процессуального или алгоритмического толка, задания в форме предполагающих перечисление известных фактов, характеристик и тому подобное. Задания с иллюстрациями или графическими изображениями двигательных действий, задания кроссворд и задания задачи. Данные блоки были уже отработаны на протяжении многих лет. Краткая характеристика и представлена на этом слайде, более подробные в методических рекомендациях ЦМПК. Далее мы немного разберем примеры каждого из заданий. На данном слайде представлены задания в закрытой форме, то есть это задание с уже предоставляем участникам выбором ответа, которые могут быть как правильные, так и неправильные. Количество
ответов также может разниться. Можно выбирать только один правильный, наиболее правильный ответ. Можно выбирать 2-3, в зависимости от постановки вопроса. Данный вариант тоже здесь представлен на этом слайде. И варианты правильных ответов тоже здесь указаны. Задание в открытой форме заключается в дополнении основы утверждения собственной формулировки его завершения. Например, завершите определение, вписав соответствующее слово число в бланк ответов. Прибор для измерения массы тела называется, и правильный ответ – весы. Может быть характеристика временная, масса в килограммах, еще какие-то длиннотные характеристики. Также здесь вот представлено на этом слайде. В сумме наибольшее количество вопросов, естественно, в теоретико-методическом задании принадлежит заданиям в закрытой форме. Задание в открытой форме 5-10%. Задание процессуального или алгоритмического толка. Данный пример также представлен на слайде. Укажите последовательность частей урока физической культуры. Основная, подготовительная, заключительная. И, соответственно, правильный ответ представлен в числовом выражении. Задания, связанные с перечислениями. Также пример здесь указан. Правильная последовательность олимпийских колец, символа Олимпийских игр. Также здесь могут быть указаны даты в правильной последовательности, победители, призеры различных соревнований и так далее. Иллюстративный материал или графические изображения тоже часто применяются, могут быть указаны, естественно, и на школьном, и муниципальном уровне. Данный пример представлен здесь. Вид двигательного действия и графическое его изображение с указанием буквы и цифры. Задание кроссворд. Есть несколько вариантов представления данного вида заданий. Вариант с пиктограммой представлен на данном слайде. Может быть классический вариант с текстовым форматом, где указано либо определение, либо понятие, которое необходимо указать в сетке кроссворда. Задание задача. Как правило, применяются уже известные обучающимся формулы, либо расчеты победителей и призеров соревнований, подготовка сетки соревновательной деятельности. В данном случае вот представлено определение моторной плотности урока в процентах, исходя из имеющихся условий задачи. Центральной предметно-методической комиссии рекомендовано определенное количество заданий каждого типа для всех этапов олимпиадного движения. На данном слайде представлено для школьного и муниципального этапов количество заданий типов. Первое – это задание в закрытой форме, второе – задание в открытой форме, задание в соответствии понятия определений, задание процессуального и алгоритмического толка, задание в форме подачи перечисления, задание кроссворд и задание задач, указаны по цифрам. Следует только помнить, что общее время выполнения заданий составляет ровно 45 минут. Количество заданий повышенной сложности и большее разнообразие заданий теоретико-методического испытания, конечно, характерно для старшей возрастной группы, то есть 9-11 класс, как на школьном, так и на муниципальном этапах. Примерное распределение представлено на данном слайде. В заданиях муниципального этапа в теоретико-методическом испытании может быть включено 3-4 вопроса повышенной сложности. Есть такое дополнение очень важное. С учетом возрастной категории участников, такие вопросы можно отнести либо к тестовым заданиям в виде открытых заданий, либо в виде заданий на соотнесение. Другие форматы теоретико-методического испытания в плане заданий повышенной сложности включаются на данных этапах, школьном и муниципальном, реже. В качестве критериев оценки результатов испытаний, которые разрабатываются соответствующей комиссией для каждого этапа,
И с помощью применения формул расчета, утвержденных ЦМПК, мы можем определить количество баллов, получаемых на каждом испытании каждым участником. Пример такого расчета представлен на данном слайде. Чуть дальше мы с вами посмотрим, какое максимальное количество возможных баллов мы можем получить. И вот пример подсчета баллов в результате теоретико-методического испытания. Баллы округляются до сотых. Хочется особо обратить внимание, что если на одном из этапов комиссии был утвержден максимальное количество баллов 20 баллов, а участник не набрал нужную сумму для получения максимального количества баллов, то есть он не может получить максимальный зачетный балл, даже если показал он лучший результат, но не выполнил требования критериев оценки теоретико-методического испытания. Это очень важный момент. Практические испытания. Количество практических испытаний для школьного этапа может составлять 2-3, для муниципального этапа 3-4. Виды практических испытаний представлены в данном слайде. Это легкая атлетика, это гимнастика, это спортивные игры, баскетбол, волейбол, футбол. Это прикладная физическая культура. И, естественно, это вариативная часть. Это региональный компонент и другие испытания, которые также могут быть введены организатором этапа в программу Всероссийской олимпиады школьников на данном уровне. Примерный набор элементов, который необходим для составления каждого из заданий, на примере гимнастики для девушек, также представлены в рекомендациях Центральной предметно-методической комиссии. Все элементы полностью соответствуют уровню подготовленности учащихся с 5 по 11 класс согласно группам, и комбинации данных упражнений, естественно, разнесены по группам в соответствии с подготовленностью участников. Тоже касается юношей. Количество более сложных элементов, естественно, характерно для старших групп, для младшей возрастной категории. Набор элементов доступен их уровню подготовленности согласно их знаниям, двигательным навыкам. И пример комбинации со стоимостью баллов в акробатической программе для девушек 7-8 класса. Также представлен на слайде. Хочется отметить, что если участник не выполняет заявленный элемент, то есть не выдерживает определенную стоимость, естественно, он не может так же, как и с теорией, набрать максимальное количество баллов. Сумма сбавки вычитается из общей суммы баллов, и мы получаем итоговый результат. Пример комбинации для юношей 7-8 класс. Спортивные игры. На данном слайде представлены 4 вида спорта: баскетбол, футбол, флорбол, волейбол. Также с элементами, которые необходимо включать, рекомендуется включать при составлении той или иной комбинации для данного практического испытания. Также согласно классу и программе предмет физической культуры для данной категории. Прикладная физическая культура в виде полосы препятствий также представляет собой сочетание различных элементов и спортивных игр, и гимнастических, акробатических элементов, и элементов легкой атлетики, которые также должны применяться на практических испытаниях. Обращаю ваше внимание, что два вида из представленных здесь элементов, это прыжки с изменением направления, кочки, и стрельба из электронного оружия, не обозначены каким-либо образом, то есть не отмечены
они могут быть включены, могут быть не включены на любом из этапов, в зависимости от имеющегося оборудования и, собственно, площади, на которой может быть установлен данное оборудование. Это элемент по возможности. Легкая атлетика. Испытания по легкой атлетике в программе по предмету физической культуры в школе представлены в основном бегом на выносливость, но для подготовки к выступлению на практическом испытании по легкой атлетике необходимо применять и другие средства подготовки, в том числе и прыжки, и бег на короткой дистанции, и метание, которые также могут быть использованы как подготовка к прикладной физической культуре. Также представлены все элементы. На муниципальном этапе в программе практического испытания представлены те же самые группы упражнений. Единственное, что в спортивных играх могут быть дополнительно внесены элементы, например, гандбола. Все остальное остается так же. Количество испытаний, практических испытаний на муниципальном этапе может быть и должно быть увеличено до 3-4. Если на школьном этапе у нас 2-3, то здесь может быть 3-4. Также баллы участникам по легкой атлетике, лыжным гонкам, если они включены у нас как региональные компоненты, спортивной и прикладной физической культуре, рассчитываются в указанной формуле. Здесь абсолютно лучшим результатом является минимальное время выполнения задания. Если в гимнастике у нас наибольшее количество баллов является критерием повышения рейтинга участника, то здесь у нас обратная ситуация происходит. Пример расчета баллов представлен на данном слайде. Если личный результат участника у нас составляет 53,7 секунды, а наилучший результат 44,1, то согласно формуле и с учетом баллов, установленной предметной комиссией, максимальный балл здесь 40, мы получаем, согласно формуле, результат участника в данном испытании 32,84 балла. Пример подсчета баллов по легкой атлетике с округлением. На данном слайде представлена формула расчета баллов по гимнастике. Напоминаю, что по гимнастике у нас наибольшее количество баллов является критерием повышения места участника в общем рейтинге. То есть, чем больше он набирает баллов и с меньшим количеством баллов, штрафных, естественно, сбавок, то он получает большую сумму баллов. Здесь также представлена формула расчетов, по которой мы можем определить количество баллов участника. И табличка с результатом испытаний. И уже переводом, согласно формуле, баллов для получения итогового рейтинга. После проведения одного из этапов, либо муниципального, либо школьного, организатор утверждает результаты этапа Олимпиады, то есть рейтинг победителей и рейтинг призеров, и публикует их на своем официальном сайте в сети интернет, в том числе протоколы жюри этапа, олимпиадные работы и список победителей призеров. Пример подведения итогов Олимпиады согласно утвержденной программе представлен на данном слайде. Хочется обратить внимание, что количество баллов максимальное не может превышать 100 баллов при различных вариантах. Здесь представлены 3 варианта: теоретико-методическое задание и 2 практических испытания, теория и 3 практических испытания, теория и 4 практических испытания. В любом случае сумма баллов не может превышать 100 баллов, а распределение баллов принимается на заседании оргкомитета школьного или муниципального этапа, согласно положению о Всероссийской олимпиаде школьников.
Пример подсчета окончательных результатов всех участников представлен на слайде, на основании которых мы имеем право формировать списки победителей-призеров согласно положению и рекомендациям ЦНПК для каждого из этапов. Квоты устанавливаются организаторами на каждом этапе отдельно, безусловно. Либо органом местного самоуправления на муниципальном этапе, либо школьным. На школьном этапе у самой организации. На данном слайде представлены победители и призеры заключительных этапов Олимпиад. В качестве примера количество регионов, которые принимают участие на заключительном этапе, у нас с каждым годом в принципе растет, что очень, безусловно, приятно и положительно сказывается на развитии всего предмета. И вот данная статистика за 10 лет нам об этом, в общем-то, свидетельствует. Весьма хорошо. Необходимо отметить следующие моменты. Всероссийская олимпиада школьников по предмету физическая культура реализует цель направленности на физической культуры на всестороннее гармоничное развитие. И данный момент очень важен, поскольку при внесении в подготовку к каждому из этапов элементов тренировочной деятельности, то есть четкой направленности на результат, а не на всестороннее развитие, приводит зачастую к неблагоприятным последствиям для участников, поскольку не всегда, точнее практически никогда не получается набрать сумму баллов при узкоспециализированной подготовке. Только всесторонняя подготовка обеспечивает успешное выступление на любом из этапов. Далее, разработанные олимпиадные задания максимально полно отражают содержание предмета физической культуры с учетом, естественно, различий, региональных различий, климата, национальных различий и материальной базы. Далее, варьирование и усложнение практических испытаний от этапа к этапу является необходимым элементом, это мощный стимул для повышения качества владения предметом физической культуры в школе и увлечения школьников в регулярные самостоятельные занятия физическими упражнениями. Разработанные критерии, методика оценивания выполнения олимпиадных заданий является объективным фактором, который позволяет оценивать уровень овладения предметом и беспристрастно оценить действия каждого из участников. Критерии, установленные и утвержденные предметно-методической комиссией, не подлежат апелляции и изменениям уже после утверждения. Это все согласно положению о проведении Всероссийской олимпиады школьников. На данном слайде представлены рекомендуемые учебники и учебно-методические пособия, необходимые для разработки как заданий теоретического тура, теоретико-методического тура, так и практических испытаний. Также при составлении заданий необходимо ориентироваться на статьи и работы, посвященные олимпиадному движению по предмету физической культуры в школе. Включать обязательно необходимо правила соревнований по видам спорта, действующие правила на текущий момент, историческую и справочную информацию по различным видам спорта, которая также может быть применена при разработке заданий теоретико-методического тура и составлении комбинаций при различных видах практических испытаний. На данном слайде представлен список интернет-источников, которыми необходимо также пользоваться при составлении заданий и подготовке необходимой документации. Нормативная база здесь представлена для подготовки для организаторов каждого из этапов олимпиады школьников. Все источники проверены, все они несут необходимую информацию и позволяют успешно подготовить и организовать проведение каждого из этапов. Также необходимо еще отметить следующий факт. Систематическая подготовка в настоящее время, двигательная подготовка, является обеспечивающим фактором для успешного выступления. И теоретико-методическая подготовка, и практические испытания
которые являются основой предмета физической культуры в школе, являются для нас, в общем-то, важным фактором, который мы не можем игнорировать. Несмотря на существующую ситуацию, эпидемиологическую ситуацию, Центральная педагогическая комиссия на основании распоряжений приказов Министерства просвещения Российской Федерации поставила и теоретико-методический тур, и практический тур на школьном муниципальном уровне. Данные рекомендации уже размещены, были высланы в сроки, согласно положению о проведении олимпиад. И мы надеемся, что вы все уже ознакомились с данными требованиями, рекомендациями по проведению. Особо хочется отметить только санитарно-эпидемиологические правила, которые также необходимо учитывать при проведении каждого из этапов олимпиады. Да. Можно переходить к вопросам. Уважаемые коллеги, пожалуйста. Угу. Так, Чернова Ольга, скажите, пожалуйста, дети регистрируются сейчас на олимпиаду через какой портал? Мы сами разрабатываем задание. Да, регистрация участников и разработка программы испытаний – это разные категории, естественно. Комиссия, предметно-методическая комиссия того или иного этапа на основании утвержденного оргкомитетом этапа требований разрабатывает необходимые, собственно, саму программу. Так, в школе нельзя проводить соревнования, конкурсы, мероприятия, в районе можно. Как это? Здесь нужно смотреть на обстановку в регионе и на правила, которые, в общем-то, утверждает и предметно-методическая комиссия, и оргкомитет. То есть муниципальный уровень, если есть к тому же еще материально-технические условия для проведения, также мы должны ими руководствоваться. Так, Елена Владимировна Гаврилова. Как проводить практику в муниципальном этапе в условиях карантина? Здесь необходимо следовать установленным, опять-таки, региональными властями требованиям по безопасности. На текущий момент, и согласно положению ЦМПК, и практика, и теория у нас включены. В методических рекомендациях Центральной предметно-методической комиссии есть отсылка, что если эпидемиологическая ситуация региона достаточно сложная, то должны быть обеспечены необходимые условия с помощью дистанционных электронных программ, технологий для проведения этапа. Подробнее, пожалуйста, ознакомьтесь в рекомендациях Центральной предметно-методической комиссии. Так, 2 дня сложно уложиться. Рекомендации у нас утверждены. Мы не можем их сейчас, естественно, уже никоим образом менять. Все положения, ваши предложения, вопросы вы можете писать на электронную почту председателя Центральной предметно-методической комиссии. Естественно, все вопросы будут освещены более подробно. Так, Андрей Леонидович Ланец. Почему только 100 баллов на школьном этапе? У нас, согласно положению об Олимпиаде, на любом из этапов у нас не более 100 баллов. Так. Муниципальный этап. Согласно Санпину, мы с санитарно-методическим правилам, в которых все указано, в муниципальном этапе, естественно, будут дополнения внесены, поэтому следите за объявлениями. Все это будет также рассчитано, и муниципальный этап в любом случае будет проведен на должном уровне. Угу. Да, так, Марков Вячеслав Васильевич, да, требования с каждым годом сильнее и сильнее. Требования, они полностью учитывают действующие программную базу, то есть программу по физической культуре. Они не выходят за рамки обязательных требований, даже задания углубленного уровня. И для развития предмета и соблюдения требований федеральных государственных образовательных стандартов олимпиадные задания, они совершенствуются. Выполнить указания. Так. Если запрещены массовые спортивные мероприятия, а также проведение спортивных... Так, должны иметь справку о коронавирусе.
Да, это требование, безусловно, необходимо выполнять, поскольку у нас все спортивные секции, в том числе, не имеют права осуществлять свою деятельность без допуска об отсутствии ковида. Углубленный медосмотр на участие в Олимпиаде. Все участники Олимпиады, естественно, должны проходить медосмотр и иметь справку для допуска к занятиям и выступлениям на соревнованиях. Так, практической части. Да, согласно положению о проведении муниципального и школьного этапа, безусловно, в части апелляции также показано, при каких случаях могут быть изменены баллы, то есть апелляционная комиссия может вынести два решения. Либо оставить без изменения баллы участника, либо изменить баллы в соответствии с выявленными обстоятельствами. Всего 2 дня. Так. Сроки мы, уважаемая Ольга Владимировна, менять не можем. Как установлено, такие сроки указаны. У нас на школьный этап теория и 2-3 практических испытаний. На муниципальный этап у нас теория и до 3-4 практических испытания. Так, цифровые технологии. Так. Каким образом практики дистанционно? Ну, естественно, практические испытания мы, равно как, в общем-то, методический тур, сейчас на данный момент планируется, естественно, в стандартном очном формате, так, опять-таки, согласно правилам. Если будут какие-либо указания федеральных и региональных властей, согласно ситуации по инфекционным нашим заболеваниям в регионе, возможно, будут внесены поправки. На текущий момент мы следуем четко требованиям, рекомендациям Центральной периодической комиссии. Так. Такое случится. Да, в требованиях Логинова Ксении Евгеньевны вопрос. Как проводить и на каких платформах Олимпиаду дистанционно, если такое случится? Техническая часть, то есть подготовка VPN-адресов, разработка сайта и перенос, например, туда теоретико-методических заданий, и все осуществляется оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады. То есть оргкомитет организует, проводит и доводит до сведения участников и учителей, безусловно, специалистов, педагогов, в каком формате будет проходить тот или иной тур. Вся техническая часть у нас лежит на оргкомитете. И, соответственно, техническое обеспечение, в том числе дистанционных форм, тоже является прерогативой оргкомитета Олимпиады. Так. Так ли это? На данный момент, уважаемый Иван Сергеевич, практическая часть является обязательным звеном Олимпиады школьников по физической культуре. И будет ли она каким-либо образом отменена, или будет иметь рекомендательный характер, таких официальных сведений в текущий момент нет. Согласно методическим рекомендациям ЦМПК, у нас 2 тура в том формате, которым вы уже видели, в полновесном варианте, уже представлены, они утверждены. Так, значит, Рустам Равильевич, все новости у нас, естественно, представлены на сайте официального сайта Олимпик.ру. Они у нас представлены на ВОЗ Олимпиада и других источников информации, которые, в общем-то, представлены вот на данном слайде. Он еще открыт, интернет-источники. Здесь можете посмотреть. Так, имена Оксана. Теоретический тур продолжит 45 минут. Да, требования эти у нас не меняются. Вне зависимости от этапа и группы 5, 6, 7, 8, 9, 11 класс 45 минут. Количество вопросов также у нас для каждой категории обозначено. Так, мы не можем их таким образом сдвигать. То есть увеличивать в это время ни в коем случае нельзя, это уже рекомендовано. Так, Ксения Евгеньевна, так, дистанционно. Практическую часть. Так, дистанционно мы также в рекомендациях это указано.
Это оргкомитет в зависимости от ситуации в регионе, эпидемиологической обстановки, принимает сам, и вся материально-техническая база и проведение в формате удаленного доступа тоже согласно решению предметной методической комиссии того или иного этапа и оргкомитету. Так, не повестка, а проводить апелляцию по практической части. Там написано провод. Так, у нас есть с вами, уважаемые коллеги, положение о проведении Всероссийской олимпиады школьников. И то положение, которое у нас на текущий момент есть с поправками 15-16 годов, и уже разработан и расположен на сайте проект нового положения с учетом всех внесений, порядок, да, проведения, с учетом всех необходимых дополнений. Там все подробно у нас указано, в том числе и при проведении практической части. Какие наиболее часто встречаются ситуации и как их мы можем грамотно, красиво, аккуратно, согласно действующим нормативам, разрешить. Так. Да, сроки каждого из этапов, и школьного, и муниципального, естественно, уже утверждены. Они не могут никаким образом быть уже сдвинуты. На текущий момент никаких распоряжений, постановлений на это нет. Поэтому, уважаемые коллеги, все согласно указанным датам. Так. Все, уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание, за представленные вопросы. Всем вам большое спасибо и до свидания.